Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Это тот же день, у меня только что зашел ролик с моим завтраком, и буквально только я успела все тут немножко прибраться, покормить семью свою, поступил заказ. Позвонил не заказчик, сама Танзила. Небольшой заказик, у меня заготовка была печеночных блинов, к сожалению, я сегодня их вам не смогу показать. И салат Тбилиси. Наверное, кто-то все-таки что-то, не будем говорить празднуют. Просто гостей ждут, потому что выходные же люди друг к другу ездят в гости. Это не обязательно, что вот прям празднуют Новый год или еще что-то. Просто люди свободные сейчас, выходные длинные, ездят друг к другу в гости. Значит, что-то основное она приготовила, а для таких салатиков у нее нет времени у человека, да? Я просто свое умозаключение делаю такое. И вот такой вот заказ. И делаю это, знаете почему? Потому что люди, которые немножко иногда хотят подковырнуть, пишут, что был под одним шортом у меня такое высказывание. Можно подумать, люди не умеют готовить голубцы и что-то такое, когда я показала вот заказ голубцов. Но я там ей написала, люди не умеют голубцы готовить, типа такого, знаете, был вопрос. Я им ответила, нет, не умеют. Но у некоторых людей и не так-то я написала. Почему люди не умеют готовить? Готовить умеют, но у всех свои ситуации. Но не будем об этом обсуждать. Кто-то себе может позволить их заказать. Сейчас время такое, друзья. У некоторых нет времени. Кто-то работает. Может быть, да, вот как я, кто-то будет жалеть, если даже я работаю, если даже устала. Я сама себе это приготовлю, да? А некоторые себя жалеют, не переусердствуют. Что-то приготовили сами, что-то дозаказали. У всех разные ситуации. И не обязательно вот с этим подковырком что-то говорить. Я ничего умного не показываю, во-первых. Во-вторых, я никого ничему не учу. Я просто показываю, что я делаю. Но если кто-то учится, то это мне приятно, и тому человеку тоже. Много девочек, моих знакомых, родственниц, они не дадут мне соврать. Даже вот сегодня я говорила, что я была на Садаке. Даже вот на Садаке мне девчонки говорят, дяди, племянница вот моего мужа сказала, дядя, я многому у тебя учусь. Я не говорю, что я супер ас кулинар, да, все равно молодежь, да и женщины тоже в возрасте, моего возраста, мне пишут, что, какой-то нюанс у меня взяли, да, и точно так же и я. Я тоже у кого-то учусь, у кого-то беру какой-то рецептик, какой-то тоже нюансик. Вот, например, жир я все время прокручивала через мясорубку. Раз и в моем кулинарном нашем WhatsApp в группе сказали, что они делают этого чуть-чуть замороженный жир, перекручивают в блендере, что он получается такой крупинками и хорошо размешивается с фаршем. Вот. Я взяла на заметку себе. И вот так вот каждый берет себе на заметку. Давай. Так, орехи. И сегодня, значит, я уже сказала, на взвесь, пожалуйста, мне нужно 50 грамм. Чуть больше можно. Так, все, звучит азан на обеденный намаз. Сейчас я быстро сделаю намаз. Весы вот стоят. И подключусь к вам сразу, и мы будем делать заказ. Заказ, конечно, был сказано, что нужно к 12 часам, но я ей сказала, мясо не сварится, к 12 не ждите, но к часу успею, потому что мясо уже почти сварено. Основные ингредиенты у меня нарезаны, но это все после намаза. Так, друзья, дальше продолжим наш рецепт, наш салатик готовить, печеночку. Так, смотрите, я нарезала вот так вот болгарский перец и положила его, чтобы он немножко просох, чтобы салат не был с таким, ненужным нам соком, влажностью ненужной. Мясо пускай пока немножко остывает. Я пока прежде всего... И вот нарезала четвертинкой красный лук, друзья, и сделала маринад. Я в описании оставлю маринад. Тут винный уксус, пол чайной ложки соли и чайная ложка сахара. Обязательно оставлю в описании. Так, у меня нет кинзы. Для этого салата петрушка, во-первых. Во-вторых, у нас не любят кинзу. В основном люди не любят кинзу. Орех я вот сейчас немножко поставила обжарить. Ибрагим мне вот
наколол, да, или как его, как их, короче говоря, у меня есть орехи, он мне сделал вот так вот ядра орехов. Так, тут у меня, как видите, зажарка из лука и из моркови. Это идет сейчас на печеночный торт. Вот прежде всего мы соберем печеночный торт, пока остывает масло. Я сразу соединю, но тут уже, друзья, я не буду писать, что и как, просто сегодня на глаз. А уже когда, если напишите, нужно ли вам печеночный торт, показать, как его готовят полностью, да? Если нужно, я вам в следующий раз покажу рецепт и сколько чего туда уходит, да? Вот просто соединю чеснок, майонез и зажарку и буду перемазывать эти блины. Так, я еще поставила свеклу варить. Хочу нам уже свекольный салатик сделать. Тоже, наверное, попозже отдельно сниму и отдельно выпущу. Что мне самой захотелось. Для себя добавлю сметанки, а так можно майонез. Так, сейчас. Так, ну вот. Блины у меня еще. Так, интересно. Так, куда же я делала? А, вот, хочу их немножко перемешать. Как я сказала, блины у меня уже были приготовленные, стояли в холодильнике. Просто у меня был другой заказ, но заказчица не забрала. Вернее, если честно, заказ бы она забрала, но не оплаченным я его не отдала. А она его не захотела пока оплачивать. И такое бывает, друзья. Так что пригодился сегодня уже на другое. В принципе, блины можно, печеночные блины, и замораживать. Ничего с ними не случится. Перед тем, как заблаговременно просто разморозить. И все. Вот так вот. Ну и вот так вот до конца соберем. Так, ну вот, друзья. И так, ну вот этого здесь не надо было. Морковочка упала. К сожалению, у меня нет такой красивой морковки, чтобы можно было сделать цветочек. Но у меня есть гранат. И украсим немножко вот так вот зернами граната. Так, ну все, пока тортик пока отставим. И теперь займемся салатом Тбилиси. Так. Мясо уже остыло. Нарежем его соломкой. Так вот поперек волокон. Нарежем тоненько.
Мясо хорошо сварилось. Ибрагим гранат себе чистит. Так. Сейчас я нарежу все и подключусь. Ну вот, мои дорогие, мясо я нарезала, болгарский перчик тоже. Теперь чесночок нам нужно добавить 2-3 зубчика. Так. Я, наверное, выдавлю и... Ой, выдавлю, говорю. Я, наверное, нарежу. Не буду выдавливать. Так, ну вот, друзья, и чесночок нарубила, болгарский перец туда закинула, мясо. Это я вам сказала, что лук я промариновала. Теперь я его отожму и тоже сюда добавлю. Так, если что, не знаю, правильно ли я готовлю, но я его готовлю вот так вот. Так вот немножко я оставляю этого маринада. Добавляю растительное масло сюда. Пускай будет так быстрее. Сейчас. Так, тут видно, вот фасоль. Я и так в дуршлаг откинула его, высушила. Ну и еще и салфетками. Вот эти вот салфетки от Faberlic очень удобные. Так. Немножко взобьем, чтобы побелела эта масса. Алло. Ехаешь. Номер Яльчина. А, зеленые ворота, желтый забор. А мы что начинаем еще? Мы чахкача. Цена обкачал, к примеру. Ну, зеленые ворота, желтый забор. Желтый забор не харил, мать. Ага, сейчас, минутку. Так, друзья, такси подъехало. Ну, у меня и заказ тоже уже готов. Так, засыпем нашу фасоль. Орех вот так вот я не сильно перемолола в блендере, как вы видите, чтобы не была мука, а именно вот на зубок. Так, добавим этого маринада. Ну и немножко соли. Посмотрим, пока не будем больше солить. И черного перца. Все, и все тщательно перемешаем. Так, ну вот, друзья, мой заказ готов. Вот такой вот салат Тбилиси и печеночный торт.